Хотите окунуться в яркие краски дикой природы? Подружиться с туканом? Погладить малыша Гиббона? Спешите! Выставка «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале «Новый век», в студии Анастасия Маслова. Начнем выпуск с темы, которая вот уже неделю стоит на первых позициях. Это подтопление талыми водами. В поселке Кахем за сутки были отсыпаны 1200 кубических метров грунта водозащитных сооружений. Откачана вода из подтопленных домов. Администрация Кызылского района провела обследование 28 жилых домов, составила 14 актов по оценке ущерба, оказала адресную помощь пострадавшему населению по эвакуации и перевозке материальных ценностей, доставила для них продукты питания и питьевую воду. Спасатели эвакуировали 30 человек из районов подтопления, в том числе 9 детей. Число подтопленных домов в поселке Кахем уменьшилось с 14 до 7. На сегодняшний день в пункте временного размещения людей нет, но они продолжают работать. Также стало известно о подтоплении домов талыми водами в Чадане. Сейчас идут работы по отсыпке участка. Там произошло подтопление 42 придомовых территорий и 6 домов. Перелив талых вод произошел в низменном месте северо-западной части города. Пункты временного размещения развернуты в социальном центре для детей, где сейчас уже находится 13 жителей, в том числе 8 детей из подтопленных домов, и в Тувинском технологическом техникуме Чадана. Все обращения от граждан по подтоплению принимаются на единую дежурную диспетчерскую службу Дзунхемчикского района по телефону 211 52. С каждым днем становится все теплее, и таяние снега продолжается. Здесь важную роль играет информация от регионального гидрометцентра. Мы связались с ними по телефону. Подробный прогноз нам расскажет начальник Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анатолий Ляпин. Температура воздуха во второй декаде марта превышала норму на территории республики Тыва на 2-5 градусов, была выше. Запасы воды в снежном покрове в республике Тыва составляет на настоящее число, на настоящий день 110-150. Это превышение нормы. Местами на полевых участках от 230 до 280% нормы. Толщина льда на реке Енисей в районе Кызыла около нормы. В конце марта, в апреле, в период резкого потепления, при интенсивном снеготаянии ожидается подтопление населенных пунктов от склоновых стоков и разлива малых рек, потому что там находятся районы. Наиболее опасные участки это является территория Байтальгинского кажуна, Дзунхемческого кажуна, Барухемческого, Улухемского, Пихемского, Кызыльского, Чедихольского кажуна по республике Тыва. Они более всего, вероятно, будут подтопляться, потому что снежный покров очень высокий в этих кажунах. Предварительный прогноз и сроки вскрытия ожидается и ожидаемого максимального уровня весеннего половодья на реке Енисей в городе Кызыле будет составлен в начале апреля, в первых числах. Мы будем следить за развитием ситуации. На другие темы. Убийство во Фруктовом районе. Страшное преступление произошло накануне в одном из магазинов, расположенных по переулку Загородный. Там жестоко расправились с 20-летней продавщицей торговой точки с названием «Фруктовый рай». Подозреваемый уже задержан. Моя коллега Диана Баянбагус выясняла подробности случившегося. 29 марта около 10 часов утра в дежурную часть управления МВД России по городу Кызылу поступило телефонное сообщение о том, что в торговом павильоне, находящемся на переулке Загородный, обнаружен труп 28-летней женщины с внешними признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. На место преступления незамедлительно выехала оперативная группа. Какой-то женщина орала, потом знали, это скорая помощь позвонила, и все. Полиция, скорая, медслужба, я туда вообще не хожу. Я знаю, что у нас камера на улице стоит. Ничего не видели. Предварительно установлено, что в 9-10 утра подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения с целью хищения денежной выручки магазина, нанес потерпевшей несколько ножевых ранений в область шеи, от которых она скончалась. Злоумышленник, похитив около 100 тысяч рублей, скрылся в неизвестном направлении. Сотрудникам полиции осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проведены подворные обходы для установления очевидцев произошедшего, изучены видеозаписи с камер наружного наблюдения, также был установлен предполагаемый злоумышленник. В результате отработки информации по ранее судимым лицам, а также проверки
участковым уполномоченным полиции мест их проживания, подозреваемый в совершении данного преступления был задержан и доставлен в полицию. Подозреваемый оказался 25-летний, неоднократно судимый кызылчанин, работавший грузчиком в торговом павильоне. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Туве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России «Убийство». В настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время планируется предъявление ему обвинения и направление в суд материалов для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу в настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается. Диана Баямбугус, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Далее реклама. Вернемся в эфир буквально через несколько минут. Превосходный выбор композиций из цветов для любого повода, гелевые шары, цветы в коробках и другие товары для праздников вы найдете в студии цветов и подарков «Прованс». Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками. Муниципальный жилищный фонд города Абакана объявляет акцию на готовые квартиры по адресам Крылова 85 и Жукова 89. Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей. Купить квартиру реально. Главное, не упустите момент. Предложение ограничено. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру, приобретая 3 предмета бытовой техники и более, вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТ.ру. Центр ремонта «Раликс Кар» качественно проведет комплексную диагностику, ремонт и регулировку, развал схождения вашего автомобиля. Работает подбор и продажа запчастей. «Раликс Кар». Мы создаем автокомфорт. Кичилуола 3, дробь 1. Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. КСУ Аюна Курседи, 54. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Глава Тувы провел заседание антитеррористической комиссии. Главными темами на ней стали защищенность от террористической угрозы учреждений образования и здравоохранения республики, а также меры по защите подростков и молодежи от влияния радикальных террористических движений. По словам министра образования и науки Тувы Татьяны Санча, из общего количества организаций на сегодняшний день в 50% учреждений есть тревожные кнопки. 43% учреждений оборудованы системой видеонаблюдения. Работа над повышением защищенности объектов продолжается. Что касается медицинских учреждений, во всех прошли проверки на готовность реагирования на террористическую угрозу. В настоящее время усилена охрана зданий и пропускного режима. Отдельно на совещании остановились на защите подростков и молодежи от влияния радикальных террористических движений. Глава республики подчеркнул, что в работе с молодежью должен быть комплексный подход с участием не только Минобразования, Минмолодежи республики, но и Минкультуры, Минздрава и других ведомств. В Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел прошел республиканский конкурс сказителей и исполнителей тувинских наигрышей. Конкурс посвящен 90-летию знатока устного и музыкального фольклора Андрея Чульдумола. В нем принимает участие 16 человек. Сказки слушала и наша съемочная группа. 8 сказителей спорят, о чем первая сказка была. Последний рассказал о матери и ее дитя. Грустная и поучительная история о сироте тронула зрителей. На конкурсе публике представили брошюру, созданную силами Тувинского института гуманитарных исследований. Всего 100 экземпляров выпустили, сетуют создатели книги. Но в этой небольшой книге содержатся сказки, мифы, легенды, предания музыкального фольклора, а также воспоминания друзей и коллег о жизни Андрея Чульдумола. К книге прилагается компакт-диск с фольклором в исполнении знатока устного и музыкального фольклора. Заслуженный артист Тувы Кайгалол Ховалых рассказал историю песни «Чарахор», которую ему передал Андрей Чульдумол, и исполнил ее. С этой песней группа Хунхурту вот уже 25 лет гастролирует за Саянами и за рубежом. В
Всего в конкурсе приняло участие 16 сказителей и исполнителей тувинских музыкальных наигрышей. Первым открыть конкурс выдалась честь народному хомяжи, артисту национального оркестра Евгению Сареглару. Он исполнил в шуточной форме народную сказку о жар-птице. Для нас, для работников культуры, очень важно, чтобы следующее поколение, наши дети, не забывали свою культуру, свои сказки. И в самую первую очередь, чтобы не забывали свой язык. Конкурс призван привлечь внимание талантливых сказителей и исполнителей к исчезающим жанрам музыкального искусства и расширить возможности их участия на международных фестивалях, рассказывает председатель жюри. Надеемся, что эти участники, следующий конкурс, будут более серьезно относиться к сказкам, а также и участники будут намного больше, чем на этот раз. Первый конкурс сказителей проходил в 1999 году. Возраст участников от 18 лет и старше, вне зависимости от наличия званий и наград. Объявлены 2 номинации – исполнение стилизованных сказок и преданий и традиционных наигрышей с импровизацией и собственного сочинения. Диана Баянбугус, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Далее наша постоянная рубрика «Новости короткой строкой». На третьем очередном заседании 6-й сессии Верховного Хурала Тувы депутатами парламента в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона о праздничных днях Республики Тыва принято постановление о переносе выходного дня, в соответствии с которым выходной день, совпадающий с нерабочим праздничным днем, переносится с субботы 6 мая на среду 10 мая 2017 года. Резонансный закон об ответственности за хулиганство на транспорте был принят Госдумой. Он вводит уголовную ответственность за хулиганство, совершенное на всех видах общественного транспорта. За дебоши можно будет получить до 8 лет лишения свободы. Кроме того, будут сформированы списки авиапассажиров, замеченных в хулиганстве на борту. Такие люди больше не смогут купить билет на самолет. Закон направлен на подпись президенту, сообщает РИА Новости. Инспекторы Центра ГИМС Тувы официально закрыли Карахакскую ледовую переправу через реку Большой Енисей, соединяющую населенные пункты Кызыл-Карахак Кызылского района. Это произошло раньше установленного времени в связи с тем, что толщина и прочность льда уменьшились. На проезжей части появились колеи, наполненные талой водой. На данный момент съезд на переправу прегражден, были выставлены шлагбаумы. В связи с наступлением теплого времени года Министерство здравоохранения Тувы напоминает об опасности укуса клещами и необходимости пройти курс вакцинации против клещевого энцефалита. Бесплатное вакцинирование проводится детям и работникам, чья деятельность связана с выездом на лоно природы. Тува относится к территориям эндемичным по клещевому энцефалиту, поэтому прививки против этого опасного заболевания, которое может привести к инвалидности или даже к летальному исходу, настоятельно рекомендуется. Представители региональных средств массовой информации побывали на новом участке федеральной автодороги М54 Енисей, который был передан в управление УПРДОР-Енисея с 1 января этого года. Участок дороги Кызыл-Эрзин-Госграница перешла в республиканскую собственность, а участок региональной автодороги Кызыл-Чадан-Хандагайты-Госграница перешла в федеральную собственность. Протяженность федеральной автодороги составляла 633 километра, но с 1 января этого года она удлинена на 36 километров и составляет 669 километров. Начальник УПРДОР-Енисея ответил на вопросы журналистов, на каких участках будут проводиться капитальный ремонт и ремонт в текущем сезоне. И о погоде. Завтра в Кызыле переменная облачность. Температура воздуха ночью -2, -4. Днем +10, +12. Ветер 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 714 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки. В Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром -6 градусов, днем +2, +7. В Марадане ясно, без осадков. Температура воздуха утром -4 градуса, днем +2, +6. На Полке погода ясная, без осадков. Ветра нет. Температура воздуха утром +1 градус, днем 0, +5. В Танзбе ясно, без осадков. Температура воздуха утром -8 градусов, днем 0, +5. По всей трассе проводятся дорожные работы. Проезд удовлетворительный. На этом наш выпуск завершен. Я передаю слово моей коллеге Чинчика Шпыкол. Эфир продолжит программу «Услышать каждого». Я же с вами не прощаюсь, а говорю до новых встреч на канале «Новый век».
первом номере еженедельника ТОВА ТВ читайте. Готовность номер 1 в борьбе с талыми водами. В Каахеме произошло подтопление, эвакуированы жители. Материнский капитал в России выдают уже 10 лет, к чему приводят сомнительные сделки с мат-капиталом. Внимание, начинается голосование. Выбираем финального победителя на главный приз от Fitness Gym. А также тибетский календарь, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотерей, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то ТОВА ТВ.